Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 426 уголовных дел рассмотрено судами в 2024 году. Итоги координационного совещания правоохранительных органов Абхазии. Точка отсчета войне за независимость 15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые открытые грузино-абхазские столкновения. 4 концерта в одном сезоне. Фестиваль классической музыки «Гранд Опера Гала» открыт в Пицунском храме. 426 уголовных дел рассмотрено судами в 2024 году. Об этом сообщил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба на координационном совещании правоохранительных органов Абхазии на тему обобщения судебной практики по рассмотренным уголовным делам, по которым назначено наказание в виде штрафа, а также по взысканиям штрафов в административном порядке за 2024 год. Оно состоялось в Сухумской прокуратуре. О статистике ДТП, попытках незаконного пересечения границы и о том, какое количество майнинг-оборудования изъяли сотрудники ГТК, расскажет Анастасия Никонова. Координационное совещание правоохранительных органов Абхазии под председательством генерального прокурора Республики Адгура Агрба открыл начальник судебного управления ведомства Даур Амичба. Говоря о статистике 2024 года, Амичба отметил, что судами Абхазии было рассмотрено 426 уголовных дел. Число осужденных за отчетный период – 447 человек. Из которых в качестве основного наказания в виде штрафа были осуждены 48 лиц. Судом Гагарского района, это далее я по статистику по районам приведу коротко, в качестве основного наказания по 6 приговорам в отношении 7 лиц был назначен штраф на общую сумму 385 тысяч рублей. Это 4 уголовных дела, связанные с кражами, а также 2 эпизода незаконной порубки деревьев и кустарников. В то же время Гагарский суд в качестве основного наказания по 23 уголовным делам в отношении 23 лиц назначен штраф на общую сумму 4 миллиона 430 тысяч рублей. 5 уголовных дел связаны с кражей личного имущества и 18 дел связаны с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Анализ дел показал, что дополнительный вид наказания штраф применяется в основном по преступлениям, относящимся к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, а также преступлениям имущественного характера. Кроме того, Амичба отметил, что по линии ГАИ отсутствует взаимодействие с судами. В ГАИ частично отсутствуют копии принятых судами решений, на основании чего правонарушителям возвращается водительское удостоверение, отсутствует информация об уплате штрафов, есть и решения, по которым штраф выносился с рассрочкой выплаты, однако в дальнейшем не выяснялось, погашено ли оно в полном объеме. Кроме того, в последнее время появились проблемы и достаточно распространились в республике. Это проблема, связанная с незаконным оборотом оборудования по добыче криптовалют. По ним рассмотрены 8 материалов. Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергосистемы и дефицита электроэнергии. Согласно поступившей информации из судов республики, можно отметить работу по линии миграционного контроля. Как уже отмечалось выше, выявлено лишь только в Гагарском районе 149 административных правонарушений. Министр юстиции Анри Барцыц в своем докладе рассказал о работе службы судебных исполнителей за минувший 2024 год. Итак, в 2024 году из судов Республики Абхазия на рассмотрение в службу судебных исполнителей Минюста Абхазии всего поступило 397 исполнительных документов на общую сумму 38 миллионов 931 тысяча рублей. По результатам рассмотрения которых в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Абхазии, судебными исполнителями было возбуждено 372 дела исполнительных производств на сумму 38 миллионов 787 тысяч рублей. По результатам рассмотрения 25 документов на сумму 114 тысяч рублей вынесены постановления об отказе в возбуждении дел исполнительного производства, из которых, сделаю разбивку, по 2 документам отказ был связан с тем, что по причине их несоответствия требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, которое выразилось в отсутствии в постановлении сведений о должниках. И по 23 документам на общую сумму 127 тысяч рублей
отказ был связан с отсутствием в постановлениях отметок о вступлении их в законную силу. Это обязательные вещи, без которых мы не можем работать. О работе миграционной службы за 2024 год и 6 месяцев 2025 отчитался начальник ведомства Саид Цвинария. По его словам, за минувший год миграционная служба зарегистрировала 212 административных протоколов. Выдворено за пределы Республики Абхазия было 18 человек. При этом уже за первое полугодие 2025 года к административной ответственности привлечено 207 человек, из которых 163 человека привлекли по итогам работы в мае и в июне 2025 года. Подвергнуто административному выдворению уже 23 иностранных гражданина, из которых 18 также были выдворены по итогу мая и июня 2025 года. Реализация поставленных задач, направленных на усиление миграционного контроля, наглядно показала, что применение административной практики – это эффективный механизм предупреждения административных правонарушений. Сегодня, благодаря применению данных мер, мы уже фиксируем положительную динамику в деятельности всей службы в целом. Наблюдается тенденция роста своевременного обращения миграционной службы иностранных граждан за соответствующими разрешительными документами, в том числе женщин. Отдельно хотел бы обратить внимание, которые долгое время находились в тени. Со статистикой от управления ГАИ выступил начальник ведомства Демей Авицбам. По его словам, в 2024 году на дорогах Абхазии произошло более 160 аварий, в результате которых погибло 48 человек. Основными причинами ДТП, как и ранее, остаются выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима и нетрезвый водитель. За отчетный период 2024 года было выявлено 93 005 нарушений правил дорожного движения. Наиболее тяжким нарушением остается управление транспортным средством водителями, находящимися в состоянии алкогольного или иного опьянения. По данному факту за отчетный период было составлено 2413 административных материалов по частям 1, 4, 6 статьи 119 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, включая 714 материалов по фактам управления транспортным средством в состоянии иного опьянения. В рамках темы сегодняшнего координационного совещания представляю информацию о поступлении в республиканский бюджет и материалах, направленных в службу судебных исполнителей, касающихся административных штрафов за нарушение правил дорожного движения за 12 месяцев 2024 года. По данным отчетного периода общая сумма административных штрафов, поступивших в республиканский бюджет, составляет 69 328 300 рублей. Дополнительно в службу судебных исполнителей были переданы материалы по взысканию штрафов на сумму 3 043 200 рублей. За 6 месяцев 2025 года, по словам Авицба, произошла 51 авария, 20 человек погибли, травму получили 72 человека. Глава отдела дознания и таможенных расследований ГТК Тимур Гайдуков, отчитываясь о работе ведомства за 2024 год, отметил, что основным товаром, за незаконный ввоз которого в Абхазии возбуждали административные дела, стало оборудование для майнинга. Так, количество возбужденных дел об административных правонарушениях составляет 204, а сумма объекта таможенных нарушения таможенных правил составляет более 48 миллионов. Можно также отметить, что в текущем 2025 году в сравнении с аналогичным периодом времени 2024 года у нас наблюдается увеличение количества возбужденных дел на 16%. В текущем же году у нас эта цифра перешла за 12 фактов. В качестве объектов таможенных правонарушений по возбужденным административным делам выступали следующие основные категории товаров. Первое, у нас идет особое внимание, это на вычислительное оборудование для извлечения криптовалюты. Это за 2024 год у нас обнаружено и изъято 572 единицы и также комплектующих к ним в количестве 130 единиц. За 2023 год, если в перспективе так предыдущей говорить, у нас было 108 единиц, а в 2025 году уже за 400 единиц вычислительного оборудования обнаружено изъято. Выслушав докладчиков, генеральный прокурор Адгур Агырба отметил, что в целом доволен работой ведомств, но есть и ряд недоработок. Но есть и определенные проблемы. Это связаны по уголовным делам, по уголовному судопроизводству, в части отбывания наказания лиц,
где вот назначаются длительные сроки наказания, это 10-15 лет, в основном это наркотики, это ввоз наркотических препаратов и приобретение, хранение с целью сбыта. По таким уголовным делам, я так понял, в основном у нас проходят иностранные граждане. Да, им назначается дополнительный вид наказания в виде штрафа. Штрафы там большие. После того, как они отбывают наказание, исполнить и взыскать с них штрафы не представляется возможным. Почему? Потому что у них нет источника дохода на территории Республики Абхазия. Так? Да, и имущества нет, соответственно. Поэтому, конечно же, необходимо в такой ситуации, и законодательство нас обязывает менять штраф на более тяжкое наказание. Завершая работу координационного совещания, Адгур Агырба поблагодарил коллег, отметив, что подобные совещания необходимо проводить раз в 3 месяца. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатова. 283 преступления совершено за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили на совещании в МВД, посвященном итогам работы за первое полугодие 2025 года. Начальник штаба МВД Денис Тани отметил, что количество совершенных преступлений практически не изменилось, но уровень раскрываемости увеличился с 91% до 93%, что, по его мнению, свидетельствует о более эффективной работе правоохранительных органов. За первое полугодие 2025 года количество преступлений практически не изменилось. Всего совершено 283 против 284. При этом уровень раскрываемости вырос с 91% до 93%. Преступлений общеуголовной направленности совершено на 7 больше, или 280 против 273. Рост связан с увеличением преступлений против личности, а именно тяжких телесных повреждений. Среди преступлений против личности на 3 факта уменьшилось количество убийств и покушений. Так, за анализируемый период всего совершено 3 преступления. Произошли убийства с покушением в следующих районах. 2 факта в городе Сухум и 1 факт в Ключевском районе. Отмечается увеличение количества тяжких телесных повреждений с 4 до 12. Таких резонансных преступлений, как похищение граждан, в отчетных периодах 24 и 25 года не зарегистрировано. Также фактов изнасилования не зарегистрировано в обоих отчетных периодах. Количество зарегистрированных тяжких преступлений за первые 6 месяцев 2025 года составляет 95 фактов, что практически совпадает с показателями за аналогичный период 2024 года, когда было 26. Внешняя политика. Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осуждает неоднократное нападение Израиля на суверенную территорию Сирии, что является грубейшим нарушением норм международного права и резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в личной ноте, которую направил министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаду Хасану Аль-Шайбани, министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц. В ноте, в частности, отмечается: с большой тревогой наблюдаем за событиями, разворачивающимися в Сирийской Арабской Республике. Особое беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, провоцируемая со стороны Израиля и других заинтересованных участников. Буквально сегодня Израиль совершил очередной авиаудар по центру Дамаск, в результате которого пострадали мирные жители. Республика Абхазия подтверждает твердую поддержку братскому сирийскому народу и руководству Сирийской Арабской Республики. Мы решительно осуждаем любые попытки иностранного вмешательства во внутренние дела и действия, несущие угрозу стабильности и безопасности Сирии. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц пожелал мира и стабильности братскому народу Сирии. Печальная весть. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и весь коллектив Абхазского государственного университета извещают о смерти заслуженного агронома, ветерана труда, кавалера ордена Ахдзябша 3-й степени, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрономии АГУ Георгия Алексеевича Хватыши, выражает глубокие соболезнования родным и близким. В траурном адресе, в частности, отмечается: печальная весть отозвалась болью в сердцах всех, кто узнал Георгия Алексеевича. Он был не просто ученым и преподавателем, внесшим большой вклад в развитие агрономии и субтропического овощеводства Абхазии, но и наставником, коллегой и примером для многих поколений.
Его жизнь – это яркое воплощение преданности науке, беззаветного служения Родине, верности высоким моральным принципам. Память о Георгии Алексеевиче Хватыш, его профессионализм, доброта и душевная щедрость навсегда останутся в наших сердцах. Конец цитаты. «15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые открытые грузино-абхазские столкновения. Эти события навсегда вошли в историю как точка отсчета к сопротивлению, самоорганизации, открытой борьбе за независимость. Одной из жертв тех дней стал Алексей Кугония, начальник смены Сухумского аэропорта, убитый за отказ покинуть свое рабочее место. В специальном репортаже нашей съемочной группы свидетельства очевидцев, историков и родственников, а также хроника тех тревожных дней, после которых Абхазия уже не могла оставаться прежней. Смотрите его после выпуска новостей. История такая вещь, которая не прощает ее незнание. И первое столкновение с 3 часов дня 15 июля началось в городе Сухум. Столкновения происходили на каждой улице. Причем на КАМАЗах были приварены ручные пулеметы. Фотографии есть, ребята. Поставили бензовоз посередине, подожгли. До событий 5-16 уже они занимали восточную часть реки. И порвали высоковольтную линию, упала в воду. Кого убило, кого унесло, кто там считает. В 1989 году, в советскую эпоху, в Абхазии произошли кровавые события. Это фактически были военные действия. Некоторые называют это первой грузино-абхазской и абхазо-грузинской войной. Граждане Абхазии смогут получать российские гранты на реализацию проектов, заявил гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов в интервью Вахтангу Тужба. Это социальное проектирование, то есть человек должен сформировать заявку, проект свой упаковать, все грамотно расписать, пояснил он. Деньги выдаются на безвозвратной основе, но нужно будет предоставить отчетность по итогам реализации проекта. Мы в текущем году предоставим возможность гражданам Республики Абхазия получать грантовые средства на реализацию инициатив. То есть мы будем выдавать средства грантовые ребятам из Абхазии, то есть гражданам Абхазии, чтобы ребята получали денежные средства российские и могли на эти средства реализовывать свои собственные проекты, инициативы. Предприниматели, например, да? Да, то есть это социальное проектирование. То есть человек должен сформировать заявку, проект, да, свой упаковать, его все грамотно расписать. Да, и в этом плане у нас есть отдельная школа, которая помогает ребятам заниматься социальным проектированием. То есть это же надо понимать, как этот грант писать. На База ТВ продолжается проект «Новое время в лицах». Серия интервью, где вы знакомитесь с талантливыми личностями нашего времени, занятые в самых разнообразных сферах жизни. Каждый гость – это история, пример работы над достижением поставленных целей. Герои проекта как начинающие специалисты, так и уже состоявшиеся в своей сфере эксперты. В 4-м выпуске авторы взяли интервью у Александры Барганджи, гражданской активистки, правоведа. Я росла в Сухуми, училась в 10-й школе и, если честно, вообще не планировала поступать куда-либо за границу, но в 11 классе моя мама настояла на том, чтобы я попробовала поступить по программе Россотрудничества, и так в 2017 году я по данной программе поехала учиться в Москву, и я очень благодарна своей маме за то, что она настояла на этом, потому что это открыло огромные возможности. И в Москве я закончила университет по направлению общая юриспруденция, и там же окончила магистратуру по направлению права в публичной политике. И на сегодняшний день я являюсь студентом выпускного курса магистратуры в университете Ла Сапиенца в Риме по направлению, которое в переводе на русский звучит как «Сравнительное европейское право». Новый выпуск проекта «Новое время в лицах» смотрите в нашем вечернем эфире.
BBC на абхазском языке. С сегодняшнего дня в эфире Абаза ТВ 10 фильмов о живой природе, переведенные на абхазский язык. Вы увидите и услышите описание самых удивительных мест на нашей планете, явлений природы на родном языке. В администрации города Сухум прошло второе заседание постоянно действующей комиссии по охране и защите в области зеленых насаждений под председательством заместителя столичного главы Константина Тарба. По его мнению, в последнее время в городе Сухум участились случаи незаконной вырубки деревьев частными и юридическими лицами, которые необходимо своевременно пресечь. Вторым вопросом обсудили замену старовозрастных деревьев на молодые насаждения. У столицы всегда был свой неповторимый зеленый стиль, поэтому замену необходимо производить в строгом соответствии с имеющимися нормами. Среди приоритетных задач – оценка имеющихся насаждений в скверах, парках и частных дворах, плановое обследование деревьев, сезонная санитарная обрезка, формирование крон, выявление аварийных деревьев. Для реализации этих задач администрация города привлечет специалиста из Краснодарского края. Люди и даты. Абхазская государственная филармония поздравляет с юбилеем Луку Гаделия, солиста Абхазской государственной филармонии, заслуженного артиста Республики Абхазия. Коллеги желают ему счастья и воплощения самых смелых творческих планов. А в нашем вечернем эфире в честь юбилея Луки Гаделия смотрите концерт под сводами Новоафонской пещеры в рамках арт-фестиваля «Абхазия Total Soul» 2024 года. Фестиваль классической музыки «Гранд Опера Гала» открылся в Пицунском храме. Посвящен он 50-летию органа. В программе 7-го фестиваля 4 концерта, в которых главная роль отведена органу и шедеврам мировой классики. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Солисты Ростовского филармонического оркестра, камерный хор «Лига», заслуженная артистка России Екатерина Мечетина с фортепианной программой, солисты ведущих театров России и Европы Зарина Абаева, Анна Юркус, Борис Степанов и Саид Габечия и, конечно, прославленный органист Лука Гаделия 4 дня подряд в концертном зале Пицунского храма радуют гостей жителей Абхазии классическими музыкальными номерами. Фестиваль «Гранд Опера Гала» основал оперный певец Саид Габечия в 2015 году, но без спонсорской поддержки этот проект не смог бы развиваться и достичь уровня культурного явления. Много лет подряд фестиваль в качестве генерального спонсора поддерживает Росэнергоатом. Также я хочу выразить огромную благодарность главам администрации города Гагра, города Сухум, города Пицунда. Огромная благодарность за поддержку Министерства культуры Республики Абхазия, сотовой компании «Мобайл», сотовой компании «Эквафон» и, конечно, генеральный спонсор проекта уже много лет Росэнергоатом. Большое спасибо за то, что вы помогаете фестивалю и даете ему жизнь. С каждым годом фестиваль становится все шире. Его организаторы ставят перед собой более масштабные цели и добиваются их. От первого гала-концерта с камерным оркестром Абхазии до исторической постановки оперы «Богема Пуччини» в 2019 году. Первой полномасштабной оперы на сцене театра имени Фазиля Искандера. А в 2022 году фестиваль представил комическую оперу «Дон Паскуале» Доницетти. В этом году фестиваль посвящен 50-летию пицунского органа. В 70-х годах прошлого века, в эпоху тотального советского атеизма, орган спас храм от разрушения. Это 20-тонная махина, более 10 метров высотой с 4000 труб, шедевр немецких мастеров. И в этот вечер орган стал основным инструментом, вокруг которого был построен весь концерт. 50 лет назад зазвучал пицунский орган. И на абхазской земле, над просторами Черного моря, понеслись неподражаемой красоты волшебные звуки. Открылась новая история музыкальной жизни. И сегодня уже невозможно представить себе Пицунду без органа. Продлится фестиваль «Гранд Опера Гала» 4 дня, до 21 июля. Мариана Котова, Музафар Астанов, Абаза ТВ.
12-й республиканский фестиваль авторской бардовской песни «Пою тебя, Абхазия» прошел в творческом зале Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Кортуа. В фестивале приняли участие как местные авторы и исполнители, так и известные барды из Краснодара и Черкесска. В рамках фестиваля вниманию зрителей представлены экспозиции с фотографией серии «Спасение» фотографа, журналиста, лауреата конкурса Союза журналистов Кубани «Золотой объектив» 2024 года Анны Кравец, посвященной работе волонтеров на побережье Черного моря. О спорте. Международный турнир по баскетболу среди женских команд «Кубок дружбы народов Кавказа» открылся в Сухуми. Название имеет глубокий смысл. Мы очень хотим, чтобы к нам приезжало больше команд. Всем присутствующим огромное спасибо. Покажите нам зрелищные игры. Поприветствовал команды вице-премьер, исполняющий обязанности главы Госкомспорта Тараш Хакба. Соревнования продлятся до 20 июля. В них примут участие команды из Абхазии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. А в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 17 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь разной интенсивности, гроза. Ближе к вечеру погода прояснится. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29. Температура морской воды плюс 26, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.